Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Как всегда, я сегодня тоже в огороде, собираю крыжовник. Собирала я черную смородину, пустила в морозильник, протерла сахаром, немножко сделала 5-минутку. В основном я люблю употреблять в свежем виде, то есть протертые. И витаминов много, побольше сохранится, когда заморозишь. А когда варишь, витамины исчезнут. У меня крыжовник 2 куста. Первый куст я собирала. Теперь дособираю второй куст. Колючий. У меня крыжовник очень крупный. Но собирать тяжело. Колючий. Тоже хочу делать варенье. Закрою несколько банок компот. Много не буду закрывать. Ох, как кусается. Ох, как колется. Все пальцы исколола я. Потом через пару дней начнет нарывать еще. Как обычно у меня бывает. Как только собираю крыжовник, через пару дней пальцы начинают нарывать, где укололась. Но собирать надо. А я знаю, сейчас кто-нибудь мне напишет, что прежде чем собирать крыжовник, надо ждать или дождя, или полить обильно хорошенько водой. Дождь вчера прошел, сегодня поливала, обильно поливала крыжовник. Все равно колется. Это тоже я пробовала. Но ничего не поделаешь. Уже все заканчиваю. Еще мне надо собирать красную смородину. С крыжовником управлюсь и соберу красную смородину. Помогут мне собирать мальчики. Они не могут крыжовник собирать, курица. Мне их жалко. Поэтому я их не позвала крыжовник собирать. Крыжовник очень вкусный, сладкий. Уже созрел. Вот с обоих сторон убираем. Вот этих хвостиков помою. Мне внуки помогут. Вот не знаю, что делать. Варить или в свежем виде заморозить. Ну, конечно, прежде чем заморозить, поработаю сначала блендером. Намешаю чуть-чуть сахара и в морозильник. Будет зимой очень вкусно. В прошлом году я так делала. В прошлом году меня, конечно, крыжовник, не знаю, я обленилась, мало собирала, не знаю. У меня действительно крыжовник в прошлом году не удался. А в этом году вот у меня 2 куста. Я собирала почти ведро. Вот такое 14-литровое ведро. Вот сколько собирала. Ну, литров 10 есть. Для меня это хороший урожай. Конечно, дел много. Ролик снимать некогда. Иногда хочется по-быстрому что-то делать.
А когда снимаешь, время много проходит. Хоть редко, но стараюсь снимать. И я сама скучаю, и вы скучаете, пишите. Мне, конечно, это очень приятно. Мы уже почти породнились с вами. Если я не зайду в комментарии, мне кажется, что-то мне становится очень грустно. Даже иногда плохие комментарии, если кто-то пишет, и то иногда радуешься. Значит, не забыли меня. А кто тут лежит? Арщи, ты что тут лежишь? Тебе жарко? М? Ах ты мой хулиган. Ты что тут лежишь? Ой, вот эти цветы, я от них без ума. Посмотрите, красота какая. Наверное, у них есть семена. Надо семена забрать. У меня начинают уже клубники созревать по второму этапу. А вот клубника Артура. Капуста хорошая. Чеснок я выдернула. Есть разные. Есть мелкие, есть хорошие. Но нам с детьми хватит. Арбузы растут. Вчера собирала огурчиков. Немножко засолила. Собирала вот этих красивеньких, мелких томатов тоже собирала. Мои бройлеры, петухи. Это тоже Петя. В субботу приехал брат с женой. И пришел зять. И сделали мы большую работу. Вы знаете, какую? Я давно мечтала, и все никак не получалось. Замечаете что-нибудь вот здесь? Вот видите, ломать не строить. Мы снесли отсюда строение. В субботу в обед начали допоздна и поработали еще до обеда. Ломали и вывозили сразу, чтобы не было здесь мусора. Вот посмотрите, здесь стало очень даже светло. Еще здесь работа предстоит. Я, конечно, не знаю, когда сделаю. Пока вот так закрыли. И здесь камни. А здесь плитки тротуарные. Роза
с отцом делали. Думали, здесь все переделаем. Ну вот, ничего не получилось. Хотели мы здесь поменять. Ну ладно. Пока будет так, а потом видно будет. Все сразу не сделаешь. Провела я воду. Первая моя задача была. Я планировала в этом году делать. Вторая вот эту стену снести. А третья я хочу сделать, залить пол на кухне. Вот у меня 3 задачи, 3 работы делать в этом году. На улице тоже у меня цветы начали свести. Мне очень нравятся вот такие цветы. Я забыла, как они называются. Вот еще какие красивые. Мне рассаду дала соседка Илюся. Все жалуются, что вишни нет. Я не могу сказать. Не могу жаловаться, что нет вишни. Вишня есть. Хватит нам с детьми. Соберем, сколько Бог дал. Вот какие они красивые. Вкусненькие, сладенькие, сладко-кисленькие. Разные сорта у меня есть. Дожди, конечно, тоже есть. Это очень даже хорошо. Зато будет картошка. Картошку тоже едим. Картошка в огороде очень хорошая, потому что у меня там скороспелка. А на стройке не очень-то еще пока. Но надеюсь, дожди же идут. Будет. Вот какая красота. Как я сюда подойду, и мне как-то еще непривычно. Но в следующий год надо будет что-то думать. Надо мне забор снести и поставить забор нормальный. Солила вчера огурчиков и томаты мелкие. В большие банки не стала солить. Банка здесь 1,5-литровая. Как раз то, что надо. Откроешь и не испортится. А то все не съедишь, когда большая банка, и потом прокиснет. А в холодильнике, как всегда, места мало. И закрыла вчера один компот из черной смородины. Попробую сегодня несколько банок из крыжовника закрыть. Потому что мои дети очень любят компот. Правда красиво смотрится? А помидоры вкусные. Это все я закрыла вчера вечером. Сейчас вынесу в коридор. Ну вот, все жалуюсь, что огурчиков нет. Потихоньку растут. Самое главное, пусть растет картошка и хлеб, то есть зерно. Дел, конечно, очень много у меня.
Неделю назад я закрыла вот эту банку. У меня под поле, конечно, есть несколько банок огурчиков. Но еще август только месяц. У меня еще вырастет, еще насолю. Самое главное, пусть будет здоровье. Остальное все будет. В дом попала одна большая муха и ходит, жужжит. Сейчас мы эту муху с мальчиками поймаем и арестуем. Но на этом я свой короткий ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья. Самое главное здоровье. Успехов, много радости, благополучия в семье и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.